Я здесь не буду. Я политик, и потому с точки зрения политика я хочу сказать пару слов. Хотя политика и экономика, она идет как бы, скажем, в унисон, и они друг от друга прямо зависят. Для того, чтобы завтра, может, что-то изменится, у меня будет возможность со своими коллегами тоже сказать, давайте Абрахмат Секуб, Абра, Шача Арцет, Инткара, Хада, Абра, Пеза, министр Шача Айцет, Вачек, наш русский герои, Вачек, Хамат Секуб, Яшо, вывод Куацена, нас Абра, Баса, Шача Куаяла, говорит, Хамат Секуб, и говорит, Абик Сварцезованги, значит, анализ, который бас шавера сера лишними пызгазаха. При всем при этом я не перестаю, значит, указывать на ошибки и говорить, что где надо, во всяком случае, есть возможность это исправить. Любое дело, тем более маломальское, оно должно быть взвешено, обговорено, ну, во всяком случае, что правильно его воспринимали. К чему я это все говорю? Александр Георгиевич, понимаете, у нас ситуация такая, у нас есть чиновники, которые натворили делов. И почему-то за 3 года мы не смогли ни одного чиновника наказать. Я не говорю посадить, я ни разу это не говорил. Если нужно будет посадить, это власть, вы должны сами определить меру ответственности или так далее. Но, как минимум, люди, которые творят беспредел, они должны нести наказание. Люди должны, те, которые ответственность на себя взяли, кто-то за какие-то деяния всегда должен нести ответственность. Но не бывает такое. И раз только людей недовольных, значит, есть где-то проблема. Давайте начнем, просто научимся эти вопросы снимать. У кого-то ручку отнимем, у кого-то кресло отнимем, у кого-то еще что-то отнимем. Понимаете? Так не бывает. Бесконечно, что есть проблема, но нет виновных. Есть проблема, но нет виновных. Так не бывает. Понимаете, в этом бардаке что-то вот планировать, даже хорошее, вот я уверен, что вы на самом деле, сейчас наверняка у вас это не наиграно, вы хотите реально какую-то провести хорошую реформу экономическую. Все равно надо прийти к тому, чтобы любая реформа, которая должна воплощаться в жизнь, она должна получить в зародыше к тем людям, которые они реально будут это воплощать, понимаете, чтобы это не превратилось, я не знаю, во что потом в конечном итоге. Вот у нас был с вами небольшое время, значит, такое в нашей истории общение по нашей инициативе, вы, наверное, вы это помните. Мы очень много хорошего, кстати, предлагали. Один из вопросов тоже было, если там сделать приоритетом 5-6 вопросов, да, вот чтобы все заинтересованные лица и с оппозиции, и власти, все, чтобы садилось, вот это вот прямо на входе. Вот там поругаться, подраться за столом, я не знаю, может даже и постреляться, но там это решить и не выносить, это как бы на суд уже вообще непонятно. Да. Здесь это все решить, уже с готовым продуктом выходить, и вам это легче будет, потому что вам, естественно, по тем или иным причинам надо куда-то ездить, там где-то что-то, значит, разговаривать, но не имея здесь спину сзади, да, какой бы она ни была, провластно, властно, какой разницы не было, чтобы там спину вам кто-то уже, как говорится, не лили ни грязи, ни еще что-то. Это все надо было здесь снимать, и уже смело вы в любом месте могли бы разговаривать. К чему я это говорю? У нас опыт был такой, мы предлагали, открытое письмо делали, обращались к вам. Я вам напомню, сейчас вы можете и не помнить, в принципе. Письмо тоже сейчас скажу какого характера. Мы, когда говорим об экономике, о чем мы говорим, что у нас, естественно, нехватка, скажем, наполнения местного бюджета, да, ну, в смысле нашего республиканского бюджета. То есть, насколько бы он хороший не был, лишних денег не бывает. Чем больше, тем больше есть потом место, куда их тратить. Да? То есть это такая, вот, как говорится, математическая, как говорится, задачка. Вот в связи с этим, хотя многие оппозиционеры со мной были не согласны, но мы лично встречались, значит, с Сатаром Хеце, с Алясом Михайловичем, мы разговаривали по этой теме.
И они даже удивились, вы что это поддерживаете? Мы говорим, слушайте, мы что, враги своего государства? Мы поддерживаем, да, мы хотим, чтобы государственная граница между Грузией и Абхазией была открыта, и она имела официальный статус. Мы признаем Грузию как государство. Кто не признает Грузию? Она государство? Государство. Мы себя признаем государством? Государство. Тогда почему у нас не должна быть государственная граница? Я вот это не могу понять. Она у нас есть? Нет, она, ну, как она? Она у нас номинально есть, но она не работает. То, что они нас не признают, нам вообще это как бы, мне это не касается. Так не бывает. Некие умные люди мне, значит, в этом смысле объясняли, что вот как вот ты это представляешь, как мы будем работать с товарами, заходящими в Грузию. Что за глупость? У нас есть постановление Кабинета министров, есть перечень, значит, товаров, которые подлежат растаможке, и те товары, которые облагаются НДС. Они установлены, неважно, за какую сумму там куплены, неважно, какая там бумага с ними идет, сопроводиловка. Зашел товар по факту, растаможили, значит, получили необходимые, значит, дивиденды, государство получило, товар пошел дальше уже с нашими абхазскими документами. Что это так трудно сделать? Мы сегодня держим огромную армию чиновничьего аппарата, то есть это не чиновничьи, то есть силовиков разных, значит, направлений. Мы деньги им платим с бюджета, они занимаются определенной работой, но при всем этом их работа нам государство ничего не приносит. То есть мы просто тупо за что-то платим деньги. При всем этом мы теряем, но сейчас не могу много, я сейчас еще не экономист, но я думаю, в пределах как минимум 500-600 миллионов в год мы теряем. Как минимум. Я так это предполагаю. Из-за того, что у нас сегодня граница, хотите вы не хотите, якобы кто-то закрыл, прикрыл, но мы все знаем, что товары идут, кого-то это очень устраивает. Это было и тогда, и сегодня, и вчера. И мы пока там порядок не наведем на этой границе, никогда ничего не будет. И более того, тот вопрос по транзиту, я тоже в принципе не против этого транзита. Естественно, в самом понятии, что такое транзит. Я не знаю, там какие подводные, значит, камни под этим транзитом, но сама идея меня импонирует. Если я более детально буду знать, как не я, как наша организация, как Айдгул, или как депутат парламента первым долгом, если я буду, конечно, все моменты, мы уже, в принципе, обсуждали, да, Дмитрий, мы один раз уже там были, в парламенте приходили. Но более детально, если я буду знать, наверняка... Да. К чему говорю? Не может быть никакой вопрос транзита, мы не можем говорить, пока мы не приведем границу в соответствующий порядок. Какой транзит может говорить, если границы у нас нет? Сказать, что это элементарно можно сделать, да, какие-то есть сложности, но это все преодолимо. Должен быть просто, ну, это президент, в данном случае вы просто на себя должны взять ответственность и отменить указ, или просто издать новый указ, значит, отменить указ Сергея Васильевича Бабера. Вы извините меня, но при Владиславе был указ о том, что там по факту, по решению Кабинета министров изымалось, значит, определенные, там, все, что необходимые платы, которые там должны были производиться, там все производилось. И потому это первый вопрос. Вот этим надо заниматься. У меня пришла мысль одна, очень интересная. Каждый президент, приходящий на новую должность, все декларируют, что вот они будут там сокращать аппарат, чиновничий, там, оптимизацию проводить и так далее, и так далее. Как я понял, как я представил, что мы вообще найдем эти деньги, построим вот это здание и начнем мы его заполнять, вместо того, чтобы оптимизацией заниматься, а мы еще начнем его находить людей, чтобы его еще и заполнить. Тогда оптимизация не будет. Да, я просто ужаснулся. Я сказал, я понял, что этого нельзя делать. Я пришел к Раулю Джумковичу. Я сказал, Рауль Джумкович, у меня есть одна идея, послушайте ее внимательно. Ну, он говорит, я слушаю тебя. Я сказал, вот есть у нас здание, огромное здание. Я знаю, что какие-то деньги ищутся для того, чтобы его восстановить, этих чиновничий аппарат раздуть, загнать. Я говорю, не надо этого делать. Я говорю, а он говорит, что предлагаешь? Я говорю, я предлагаю
Вот соберите, вот то же самое, то, что сделали вы. Но то, что вы сделали, в самой сути мне не нравится, а само действие правильно, что вы сделали. Вот собрать этих же абхазов, денежных, которые в свое время, которые жирком уже заплыли, нормально все у них, они могут, в принципе, помочь Абхазии, даже не бесплатно. То, что сейчас я вам скажу, это даже их устроит. Собрать их, отдать это здание за условный рубль. Им просто сдать и дать им вот возможность сказать, вот я вам даю там, определенное время сделать вот этого здания визитной карточкой Абхазии. Сделать там 7, там 5 плюс 2, там, или там, я не знаю, сейчас какие установки сейчас есть, я сейчас могу ошибиться, 5 плюс или там 7-звездочный отель. Чтобы это было очень круто. Там это, во-первых, это весь квартал относится к нему. Там можно сделать по вертолетную площадку, все остальное. То есть это будут притягивать. Рядом море. На корабле кто-то подплыл, кто-то на своем вертолете поехал. Подъездные пути шикарные, транспорт подходит. Маленькие эти здания отдать под игорные, если горные неправильно сказать, это игровые вопросы. Да, у нас по законодательству оно, значит, у нас не прописано, но в принципе это тоже можно рассмотреть. При определенных раскладах там тоже есть квоту можно сделать, чтобы местное население не играло, чтобы это нас не превратилось в то, чтобы люди там, как говорится, последние дома не продавали, не шли играть. Это есть такой пример. Вот это все, это наш внутренний ресурс. Давайте просто умно будем подходить. Я извиняюсь, где там единственное, что Джункович, в принципе, с чем не согласен был, он говорил, что там планируется, значит, Владислава, там, как его, памятник ставить. Я вообще ничего в этом плохого не вижу. Если за Владислава вырастет шикарный отель, это как раз таки символизирует то, что с чего начали, к чему мы пришли. Ну, может быть, это даже символично. Да, символично. Может быть, даже есть фонд первого президента. Можно, в конце концов, какой-то процент от всего этого пусть идет в фонд президента, первого президента Абхазии. Я вообще считаю, что это можно все эти вопросы отрегулировать, если правильно подходить. Вот два таких вопроса, которые сегодня я вижу, что мы обязательно должны это решать. Понимаете, это все то, что мы можем сами это сделать. Эти люди, многие наши, значит, богатые абхазы, они вот здесь крышу нам нигде не сделали бесплатно. Даже в этом случае мы не говорим бесплатно сделать, и мы им просто отдаем, пусть они сделают себе же бизнес, который будет им деньги приносить, и будут, естественно, большие налоги, какие-то прибыля отдельно будут приходить в государство. Вот в этом пусть нам помогут, хотя бы в этом. А не то, что у них там интересно построить, скажем, апартаменты. Понимаете, апартаменты, мое мнение, может, я сейчас уже много говорю, но все равно не сказать не могу. Апартаменты, будучи тоже главой администрации, с администрации президента России ко мне 2 раза приезжали, обсуждали этот вопрос. Ну, мое мнение, им интересно было. Но, честно говоря, оно как-то соблазнительно, оно звучит соблазнительно, смотрится соблазнительно. Если ты не готов и не стойкий, можно сразу за этим вопросом побежать, сломя голову и набить себе шишки. Но с другой стороны, понимаете, я человек, прошедший войну, наверное, это не секрет, здесь многие здесь сидящие такие коллеги наши то же самое прошли. Наши деды проходили, ихние отцы проходили. У нас проблема всегда была то, что открытая душа абхазов плюс заинтересованность материальная, как всегда, как мы любим делать. Сперва мы абсфора ставим, потом сразу за ним материальная часть идет. Мы это, сейчас не в обиду сказано, первых армян мы поселили в селе Мцара, просто в селе одном. Сегодня, если вот здесь Тимур Хохотович говорил, и на самом деле в этом смысле я с ним солидарен. Мы реально должны перепись населения сделать. Это правильно и экономически, политически, демографическая, какая у нас ситуация, мы будем знать. Мы армян поселили от души, без задних мыслей, в селе Мцар, одно село. Сегодня они, извините меня, практически с нами соревнуются в численности в Абхазии.
Мы ничего против не имеем. Но мы маленькая нация, мы можем в этом затеряться. И тем самым, то же самое, апартаменты. Разрешая апартаменты, мы должны, понимаете, чуть-чуть смотреть с точки зрения национальной безопасности. Что нам завтра это даст? Что на завтра нашим внукам придется делать? То же самое, что и мы делали? Или у нас все-таки это получится? Никто же анализ не проводит. Мы только видим якобы там финансовый какой-то там взрыв там, или, не знаю, манна небесная у нас будет. Я так не считаю. Это надо, такой вопрос очень тонкий вопрос. Потом, прежде чем это разрешить элементарно, если даже мы по этому пути пойдем, а что у нас сделано для того, чтобы апартаменты разрешить? Александр Георгиевич, у нас до сих пор, я же не раз, не два говорил, у нас что, земельный кадастр сделан, что ли? У нас что, определено, где что можно сделать, что ли? Нет. Давайте хоть это закончим. Чтобы к любому делу, чтобы прийти, мы должны быть последовательны. Давайте закончим кадастр земельный. Это же самое главное ценность в Абхазии, это наша земля. Она не продается, но она может быть продуктивной. По апартаментам. Я вот здесь чуть-чуть вот с аналогом, одну вещь я вам сказал, этим же хочу и завершить. Если мы законодательно закрепим все, вот то же самое, у нас будет земельный кадастр, мы определим зональность первым долгом, потом квотирование. Естественно, это закрепим тем, что не имеют права там они быть потом избираться, быть избранными и так далее, чего мы больше всего опасаемся. Александр Георгиевич, нашим чиновникам беспределом, я что, могу надеяться, что завтра они не найдут способ это все перелопатить, обойти и сделать? Мы же это сплошь и рядом это видим, слушайте, посмотрите. Кому доверять такой документ? Ну, грубо говоря, на 10 тысяч там апартамент мы сделаем. Что-то не выльется в 40 тысяч завтра, кто гарантию нам даст? Никто не даст. Вы посмотрите ответ прокуратуры, который они дали Айдгюллеру и еще двум организациям, что вы спасли Беслана Купрала, потому что вы не ратифицировали договор, а то он попадал бы под уголовное дело. Это что за бред? Это что вообще? О чем речь идет? Мы, оказывается, Беслана Купрала спасли вообще. Вы в курсе? Вы считали это? Я вас прошу, почитайте. Я думаю, что будете смеяться, а потом будете горевать вообще, что такая ситуация. То есть они такой дали нам ответ, что да, есть нарушение по Пицунде, все есть, но из-за того, что ратификацию мы не приняли как парламент, мы спасли Беслана Купрала, а то вступало бы действие, уголовное дело по отношению к нему. Если мы, то есть попытка к действию была, а действия нету, потому что не ратифицировали, оказывается. Вот такое, вот с такими людьми, вот с такими чиновниками, вот такие вопросы. А? Да. Нет, я юрист, но я не практикуюсь, но я юрист, да. Ну, теорию чуть-чуть знаю. И по силу того, что, значит, я еще второй раз уже депутат парламента, приходится, то есть, иметь с этим дело. Я сейчас не то, что сильнейший юрист, но элементарные вещи я знаю. То есть могу там не ошибиться. Я, наверное, много сказал, но... И последнее. Если я зерно здесь увижу, конечно, я как экономист здесь не могу присутствовать. Во-первых, это неправильно. Сидеть и здесь умничать, как экономист, я не буду. Естественно, мы...